А я представляю вашему вниманию следующий поединок нашего вечера. 4-раундовый бой в первом среднем весе. И в синий угол ринга приглашается, добро пожаловать, Юнус Курбанов, Туркменистан. Следующий боец Юнус Курбанов, 31 год, уже взрослый, состоявшийся. Но развивается сейчас именно как боец бокса из города Туркменбаши, ну, соответственно, из Туркменистана. И здесь, на правде, он уже дрался, победил Дмитрия Андреева в своем предыдущем поединке. А вообще, в целом, у него, если мы говорим о поп-ММА и поп-боксе, 4 боя, 2 победы, 1 из них досрочная, и 2 поражения. Оба поражения были по очкам. Но он боксер, кандидат в мастера спорта. А вот и его соперник, которого я приглашаю в красный угол ринга. Добро пожаловать на арену, Сергей Селиверстов. Боксера и отчасти кикбоксера, но все-таки опыт есть у Сергея Селиверстова? Нет, просто у Курбанова, мне кажется, опыт именно вот уже в профессиональных боях. Помимо того, что у него всего 1 бой, да? Ну, 1 бой, да, здесь на правде. На правде, но у него другие бои были. И он кандидат был в национальную сборную, поэтому... Но у Сергея Селиверстова, у него был тоже достаточно интересный опыт. Есть промоушен, который проводит поединки в телефонной будке. И Сергей Селиверстов там, принимал участие. Ну, там просто телефонная будка, реально настоящая. Ну, то есть, что такое работать на ближней дистанции, он теоретически должен уметь. Посмотрим. Пока он работает вполне уверенно, но не как в телефонной будке, а совершенно профессионально. Вы видите, включил ноги, правда, сейчас уходил по прямой, пропустил удар в корпус. Ну, а Курбанов сразу включил агрессора, да. Вот видите, левый. И опять продолжает Юнус срабатывать по корпусу соперника. Снова проверяет ту же комбинацию. Ух, тяжелый удар. Курбанов, вы видели, да?
корпус, голова. Ну, а сейчас головой просто уперся в соперника. И Андрей Курнявка разводит боксеров. Не очень слушается его. Я бы этого им не советовал. Это точно. Сейчас на скачке, длинный прямой, но не рассчитал дистанцию, голова осталась впереди, ноги сзади. 3 удара пропустил Сергей Селиверстов. Причем он достаточно часто вот здесь, на ближней дистанции, прям так задирает голову, подставляет подбородок под удары. Вот опять вот сейчас левый. правый боковой хорошо, четко не получилось. Не успел завернуть перчатку Курбанов как следует. Сейчас хорошо нырком ушел и продолжает готовить атаку. Видите, проходит этот правый боковой через руку. Да. Чисто боксерская школа, конечно, выше опять у Курбанова. Это видно сразу. Но и быстрее, и тяжелее бьет Юнус. Он и мощнее смотрится, да, так. Хотя на весах показали абсолютно одинаковый результат. Но взвешивания-то были. Ну, Селиверстов просто выше, поэтому кажется субтильнее. Ну, видите, ну что за двоечка? Голова высоко поднята, руки где-то на уровне груди. Не успела вернуться даже в среднее положение передняя рука, как он уже бросает следующую. Заканчивается первый раунд. Но вот эпизодически все-таки по-прежнему Юнус головой прямо летит вперед. Правда, где-то на уровне груди, на уровне живота, но все равно это же нарушение. Двигаться, Сережа, надо и работать. Работать надо. Эта рука для чего? Работать. Вы прекрасно слышите красный угол, друзья. Работать надо. Но трудно работать, когда такой прессинг. Выдох. Выдох. Еще. Выдох. Молодец. Работать надо. Как проиграешь нас. Правую руку на месте держишь. Левой сейчас правой добавить. Где ты на него смотришь? Он такой же. Такой же, как ты не работаешь. Даешь ему работать. Закончился перерыв. Андрей Курнявка вызывает боксеров на центр ринга. Будем смотреть второй раунд. Раунд второй. Ведро уберите. Бокс. Этот поединок у нас тоже запланирован на 4 раунда. Стоп. Но только по 3 минуты. Тайм. Капу забыли. Да, бывает такое. Бокс. Непрофессиональные действия на профессиональном ринге. Ой, ну как же можно вот так лететь с высоко поднятой головой? И непонятно, там что хотел пробить. Двойной джеб. И снова пропускает. Сколько выстоит Селиверстов? Вот для меня пока это главный вопрос. И главная интрига в этом бою. Да, рано или поздно и либо Юнус этот момент увидит, либо кто-то из секундантов подскажет. Я имею в виду, что Юнус все видит. Остановились, пойдем. Просто у него тоже не хватает иногда чувства дистанции. Бокс. Либо пролетает, либо чуть раньше начинает, либо чуть позже. Вот видите, такие паузы, да? Ну, пауза. Единственное, пока ноги Селиверстова спасают в половине моментов. Но не опущенные руки, не навыки, конечно, отрабатывать корпусом. Да и отходы по прямой тоже не приветствуются. Он очень, конечно, рискует, вот так вот задирая голову наверх. Стойкий парень, молодец, сопротивляется, но сколько можно вот так вот удары на себя принимать? Я представляю, как ему сейчас хочется. Ух, опять очередной тяжелый удар. Ногой ударить, да, соперник?
Ну, не без этого, наверное. Хотя это, пожалуй, один из самых частых вопросов, наверное, кикбоксерам, которые приходят в бокс. Нет, а я помню несколько, лет, наверное, 8, 9, 10 назад. Был турнир по любительскому боксу. По-моему, первенство «Динамо», если я не ошибаюсь. И вышел вот так же боксер, который, причем в тяжелом весе, или в первом тяжелом, который пришел из кикбоксинга. И в какой-то момент он забылся, и когда соперник остался в углу, ударил мощно головой, простите, ногой, точно в голову. Соперник рухнул, все судьи рухнули со своих стульев, тоже от смеха. Хорошо, что от смеха вырезали. На этом все закончилось очень быстро. Победитель был дисквалифицирован. Нокаутер, да? Ой. Вот оба сейчас очень нетехнично действовали. Вы голову повыше. Сильверстов остался в высокой стойке, опять открыв голову, опустив руки, а соперник этим толком не воспользовался. Ром, расскажи нашим уважаемым телезрителям, почему это old school, почему так называется этот турнир. Но это концепция правды боксинг, потому что изначально, когда они выходили из поп-бокса, искали свою какую-то нишу, чем бы они отличались, и действительно придумали вот такой формат со старыми канатами. Раньше это были, на первых турнирах старые перчатки даже с конским волосом, но потом все-таки, когда это вышло уже на формат именно большего перчатки бокса, вы видите, да? Но перчатки остались стилизованные. Ну, то есть они современные, но... форму перчаток вы видите, да, как в 50-х, 60-х годах, да и до этого. Ну и основное... Ну, там не конский волос, конечно. Нет, там уже все современная набивка, само собой. Через корпус, длинная серия ударов от Юнуса Курбанова. Пока стоит на ногах Сильверстов. Но в защите у него, конечно, опять головой. Вот он себе сам себе вредит. Голову повыше. Дам предупреждение. Вот все, вы слышали прекрасно. Андрей Курнявка сказал, даст обязательно. С дальней дистанции выброшена двойка. Сильверстовым. Ну, уходит опять, видите, все время по прямой. Когда вот они еще до ударов, да, когда идет пристрелка, он как будто нормально на ногах, то вправо, то влево уходит. Вот сейчас прям низко, нырнул чуть ли, да. Ну, а куда ему было деваться? Конечно, он нырнул. Спасается. Бокс. Но продолжает, конечно, Юнус. Урбанову надо подтянуть соперника на себя. Что он все время летит в атаку? Он же прекрасно видит, что он техничнее, что он, в общем-то, обучен лучше. Но действует однообразно. Стоп. Ну, соперник позволяет. Плюс Курбанов, он же и что жестче. позволяет? Он, если хочет выиграть так уверенно, а то и досрочно, то должен заставить соперников раскрыться, пойти на себя. А когда тот пойдет, там 2 раза больше дыр в защите окажется. Стоп. Вы поворачиваете. Ну, тут бокс. Не так много было вариантов, чтобы спастись, кроме как отворачиваться. Еще минута до гонга. Терпит Сильверстов. Пропускает вот эти удары. Опять на скачке. Левобоковой. Курбанов бросал, промахнулся. И вот сейчас пытается повторную атаку провести. Это у него получается. Схватил руку Сильверстов соперника. Держит ее. Не держать. Бокс. Заканчивается 3-й раунд.
Если так будет продолжаться, рискну заметить, что Сильверстов уйдет на своих ногах. Ну, для него это и неплохо. Для него неплохо, да. Я думаю, вы тоже хорошо слышали как раз советы, которые давали Сергею Сильверстову в углу. Ну, вот один из них мне понравился. Такой психологический момент. Он такой же, как ты, только летит на тебя вперед. Ну и тоже сказали в углу Сергею, что ничего такого сверхординарного Юнус не делает, просто заряжается левый, правый. правый. Одно и то же делает, конечно, все. Но это у него проходит. Ну вот сейчас Сильверстов решил сам перехватить инициативу, атаковать, но чувство дистанции тут подводит, конечно. Ну тут да, много увещеваний Сергею, чтобы и встречал тоже, и подхватывал какие-то атаки соперника. Стоп. Стоп. Бокс. Стоп. Стоп. Ну, будь Стоп. против Курбанова боксер потехничнее и поопытнее. Тут, конечно, раздолье для встречных действий. Стоп. Стоп. Бокс. Не держать. Ну что, середина четвертого раунда, уже почти концовка. Ух, ну вот нельзя все-таки настолько опрометчиво идти на соперника после команды стоп. Уже не в первый раз. Просто уже не в первый раз нарушение правил. Ну, похоже, у Курбанова тоже немного динамитов в перчатках, потому что столько ударов соперник пропустил, остается на ногах. 45 секунд до гонга. Тайм. Доктор. Нос разбит. Встань. Да. Нравятся мне всегда вот эти диалоги. Боксер такой, да нормально все. А, у него еще рассечение, я смотрю. Да, открылось как раз. Снимайте. Боксер 30 секунд осталось, пожалуйста. Снимайте. Пожалуйста. Снимайте. Ну, правильно. Все равно проиграл. Вы Да, ну тут слышите? много диалогов, да, у тебя есть. Ну, сильное рассечение, сильное, действительно. Ну, хотел, конечно, Сергей. Нет, ну врач абсолютно верно все решила, потому что, ну, тут смысла нет. Во-первых, это опасно. Сильнейшее рассечение мы видим, да? Ну и понятное дело, если бы бой был близкий где-то. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and
feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions.